Подъезжаем к Балаклаве. Вот здесь надо садиться, удобнее, на каком-нибудь камушке. Ушел. Вот это артиллерийские батареи тут были. Идем еще ниже. Вот сколько здесь героев, сколько уникальных историй. У каждого был свой подвиг. То есть у меня цель не просто там ля-ля-ля попутешествовать, что-то увидеть, снимать, это тоже, но еще у меня цель что-то переменить в себе дальше. Потому что сейчас я чувствую, у меня такая небольшая как бы застой происходит. Я немножко так на распутье. Подъезжаем к Балаклаве. Времени у нас немного, мы так сейчас обзорно проедем. Нам надо в Ялту потом. Все-таки ребята ненадолго приехали, пытаемся так все охватить. Отсюда вот с поворота такие виды красиво открываются. Добро пожаловать в Балаклаву. Бухта. Вот здесь музей вот подводных лодок. Сейчас мы на обратном пути сюда зайдем. Кстати, тут по времени как-то тоже надо узнавать. У них там в определенное время экскурсии идут. Здесь вот должно быть очень интересно тоже. Если успеем, посетим. Но сейчас мы хотим пока на смотровую площадку заехать, которая со стороны моря находится. Едем туда. Ой, я прикинь, по-моему, знаю вот этого байкера. Мне кажется, он приезжал к нам в Якутию. Можем сейчас сходить, кстати, в пешую прогулку, там есть тропа, на гору забраться. Погнали. Это займет какое-то время, но... 20 минут, да. Ну, как бы... Немножко. Да. Не, Балаклава очень красиво, мне вот тут вообще нравится. А дальше туда пляжи идут, вот если на выход из бухты. Кстати, вот видите, эти ялики, вот эти катера их называют яликами. Ну, эти, либо вот которые как такси, возят людей на пляже, на экскурсии просто в море. А мы сейчас наверх поднимемся. Вот тут местную рыбу ловят, продают ее, надо будет поискать, тоже забыл название. И вот выход из бухты в море. Кстати, море более-менее спокойно сегодня, прям хорошо. Такие тут тоже дороги прикольные, вверх. Вот в ту гору я как-то лазил, причем я даже не знал, что туда можно залезть, просто шел по тропке и оказался наверху. Да, виды, конечно, шикарные. Что ни говори. Ну что, поднимемся? Прогуляемся немножко. Должно быть недалеко. Ребята как раз хотели подняться в гору, но хотели в большую гору, а сегодня у нас она небольшая, но как раз... Вот здесь надо садиться поудобнее, на каком-нибудь камушке. И сидеть, наслаждаться видами. Думать о хорошем. И все будет хорошо. Привет, друг. Ты нас прилетела поприветствовать. Ой, как дела, как поживаешь тут? У тебя в гостях хорошо. Нам нравится твой дом. Ушел.
Так, сейчас мы хотим спуститься вот туда, пройтись. Там батарея Драпушко, либо Драпушка, не знаю, как правильно. Там есть такие вот, ну, прикольные внутри сооружения в скале. Походить можно. Ну, можно было раньше. Сейчас проверим, не знаю. Фонарики мы с собой взяли предусмотрительно. Я когда туда попал, случайно ходил с телефоном, это было очень некомфортно. Я один по этим катакомбам ходил в темноте. Ну, было так, конечно, одному в этих помещениях приятного мало, но нормально. А сейчас вот ребят туда затащу. Ну и вас тоже. Да, в Балаклаве всегда очень здорово погулять. Я прям не так часто, но это я, наверное, 3-й раз вот тут вот так вот хожу по этим местам. И ну, вот это как раз отличный вариант для тех, кто, допустим, ну, не может куда-то далеко в горы пойти, на какие-то дальние тропы, там, 10-километровые. А просто прочувствовать вот это, здесь походить, по тропкам, вверх забраться на гору. Ну, мне кажется, самое то. И насладиться такими же красивыми видами. Здесь прям такая энергетика чувствуется. Очень такая. Я помню, ездил сюда, ну, в 15-м году, по-моему, был, вот так вот ходил же, тоже сидел так целый час там, думал, мотивировал себя как-то. И тогда еще у меня, ну, такое было, ну, сознание старое еще. Это просто был такой период, когда я позволил себе отдохнуть, переходный, но я потом все-таки дальше несколько лет, ну, не сделал того, что я хотел сделать, потому что я не понимал вообще, что я хочу. Ну, затянулось это еще потом на несколько лет, какие-то жизненные изменения. Но тем не менее, сейчас я вот здесь находился, я прям вот, ну, начал вспоминать те чувства. И действительно, когда ты находишься в таком состоянии, когда ты, ну, вот, готов к каким-то положительным изменениям в своей жизни, ты их прям очень хочешь, но ты прям не знаешь, вот такие вот, ну, места, ну, конечно, лучше одному, не так вот быстренько пробежаться, прийти, и они, ну, горы, любые такие, что-то вот, ну, очень помогает в этом. Как-то услышать себя, так, заглянуть внутрь, понять, ну, вот, или просто настроиться. Даже вот это, ты можешь не понять, не осознать, как тебе двигаться дальше, но поэтому, по крайней мере, ты прям, ну, это будет какая-то настройка такая позитивная, которая поможет тебе дальше, ну, правильно двигаться в правильном направлении. И вот я хочу в этом путешествии ловить именно такие моменты. Сейчас пока мы с ребятами, на самом деле, мы сейчас уже спа, там отель заказали на 2 дня. Они все-таки в Крыму первый раз, но ну, хотят отдохнуть и так, и так. То есть им сейчас очень нравится здесь ходить, но хочется уже посередине этого отпуска недельного их небольшого отдохнуть, просто как-то вот понежиться, расслабиться, тоже в красивых местах на берегу моря. Поэтому вот я сейчас с ними погуляю так, а потом, когда буду один, я все-таки жду этого момента. Вот тогда начнется такая вот внутренняя какая-то, можно назвать, работа с собой. То есть у меня цель не просто там ля-ля-ля попутешествовать, что-то увидеть, снимать, это тоже, но еще у меня цель, ну, что-то переменить в себе дальше. Потому что сейчас я чувствую, у меня такая небольшая, как бы, застой происходит. Я немножко так на распутье. Мне нужно что-то, вот какая-то вот энергия, что-то подобное, чтобы, ну, двигаться дальше. И двигаться дальше в правильном направлении. Туда, куда нужно. И хочу немножко философствовать, как раз так же общаться с вами, ну, говорить свои мысли. Мне это тоже полезно, потому что бывает, я в процессе того, что говорю, меня озаряет что-то. Вот реально, у меня такое было несколько раз. Я не знал, что я буду говорить, просто мне приходили мысли в голову. И я начинал говорить, а потом слушаю, думаю, ничего себе, я вот как вот откуда это пришло? Как будто бы не отсюда, а вот именно откуда-то вот, ну, из подсознания, извне, вот реально. Поэтому такие моменты очень важны в жизни каждого человека. Я буду делиться ими с вами еще, вот, стараться этими мыслями. Тем, что внутри у меня на тот момент, когда я буду вот, с вами делиться. Вот так. Пойдемте. Вот тут, видишь, такие вот казематы. Но это только начало. Вот это артиллерийские батареи тут были. Видишь, тут такие бум. Вот можешь туда подняться, посмотреть, что там. Давай. Быстренько. Оп. Ну, некомфортно немножко. Есть такое, как бы, знаешь, ты вот... Да, я причем первый раз сюда зашел, видишь, такие штуки тут. Заходишь, ответвления, тут двери стоят. А я, знаешь, что было стрёмно? Что зайдешь, сейчас кто-нибудь дверь вот эту закроет за тобой здоровую.
Вот тут раз, смотри, и бойница. Иди сюда. Такие помещения разные. Тут, наверное, снаряды лежали. Здесь вот... И вот я один с фонариком от телефона вот ходил здесь по этим коридорам. Заходил куда-то в ответвление. С фонарем вообще прикольно. Другое дело. Идем еще ниже. Такой запах стоит. Солидол или что это такое? А, выход уже здесь тоже есть. Ну, тут еще куда-то в бок. Ну все, по-моему, это конец. Эй! Кто здесь? Здравствуйте. А как вы туда зашли? Оттуда пришли, с того конца? Это как? Не, вы можете сейчас вот пойти по этой стороне. Вот сюда. И там входа несколько есть заходов. Там вот. Ну вот, вышли отсюда. И сейчас вот тут балаклава, как на ладони, вход в бухту. Тоже так красиво. Вот мы оттуда снизу приехали. Сейчас мы обратно возвращаемся. Стоят такие таблички вдоль дороги. Ну, про бойцов Красной Армии. И у каждого здесь своя история. То есть здесь вот, например, Иващенко Владимир Иванович. Ему было 20 лет, родился в 21 году. Здесь он в составе разведгруппы в несколько человек, с двумя своими, втроем. Они вступили в бой с 50 немцами, развернули их обратно. Потом вот, когда уже тут все орудия были разбиты, в 42-м, 30 июня 42 года, осталось одно орудие. Танки уже подходили по дороге Балаклава-Севастополь. Они подбили прямой наводкой 2 танка, остальные из них повернули назад. И при этом это были последние снаряды. И вот Иващенко пропал без вести, дальнейшая судьба его неизвестна. Здесь, если вот так вот, ну, пойти почитать, у каждого своя уникальная история. Представьте, тут, ну, молодые ребята, ну, дети, по сути, вот, если сейчас 20 лет, 19, там, это просто, ну, сложно это представить, сложно понять, как это было вообще. Вот сколько здесь героев, сколько уникальных историй. У каждого был свой подвиг, который внес непосредственный вклад в победу в этой войне. Вот фотка времен войны, наверное, так примерно это выглядело. Построено в 2012 году, начало строительства, и в 2002 году законсервировано. Береговая батарея номер 19. Рыбка вот эта. Давай спросим, что там вообще оно как. И поедем. Мы сейчас время уже, ну, 5 час. Не хотим сегодня по темноте ехать. Нам в Ялту. В отель мы поедем на пару дней. Так что на сегодня экскурсии закончены. Так что знаем, что за рыбка? Ну-ка, султанка. Таблетка рыбы на углях. Можно кефаль попробовать. На углях, мне кажется, должна быть вкусная. А сколько стоит? Вот. Вот стоит 700 рублей штука. Рыбаки ловят тут еще по берегу. А рыбку мы решили не пробовать. Что-то 700 рублей, мне кажется, дорого. Ну, на мой взгляд, я могу не разбираться в свежей рыбе. Ну, как-то. Вот по дороге, по возможности, желательно останавливаться, если никуда не торопишься, потому что здесь много красивых мест. Идет серпантин, 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 а потом раз, и вот смотровые площадки здесь. Храм. Ну-ка посмотрим. О, ну здесь прикольно. Потому ты с палкой, тебе нельзя бросать свою палку, иначе не отобьешься, понимаешь? Тут история, иначе. Это, слышь, Господь Бог тебе палкой наградил, чтобы ты отбиться могла. Ты меня держишь, как Да, конечно, дорога очень красивая. Вот сейчас мы обсуждаем, что мы что-то постоянно ночью ездим, видим только дорогу перед собой и все, а тут такие виды вообще красивые. Поэтому мы решили в Ялту вот пораньше выехать, чтобы вот по дню приехать, посмотреть хоть как здесь.
хорошо вокруг. Вероятно, мобильная засада. Туннель, смотри. Ограничение 90. В Норвегии, помню, так вот ехал по туннелям, это вообще прикольно. Там бывает по 4, по 5 километров, там такие затяжные. И там фьорды всякие, едешь среди них. Сигнал GPS. Вообще нормально. Все, подъезжаем к Ялте, вот здесь это очень красиво, на спуске. Ну, немножко пропустили, поздно камеру включили. Так вот, прям вот она на ладони. А здесь смотри, горы такие в тумане. Ограничение 90. Вон, в облаках. Сейчас проедем. Въехал в Ялту. Вот это, конечно, красота. Особенно сейчас небо такое, вот, особенно прикольное. Потому что тучи, они прям стелятся по горным вершинам на фоне зданий. Смотри, как красиво. Класс. Жить бы в этих домах, прикинь, с видом на город так. Впереди камера на размер. У нас сейчас будет сложная дорога, сейчас мы поснимаем, наверное. Сейчас мы будем ехать по городскому серпантину Ялты. Там узенькие улочки, ну, это достаточно сложное движение на самом деле. И там, ну, односторонний, но надо сейчас там внимательно ехать аккуратно и не свернуть куда-нибудь не туда. Потому что там это, мне кажется, легко сделать. Так, все, вот мы заезжаем в Ялту, вот, в центральную часть, в сторону побережья. Потому что наш отель находится на побережье где-то. Мы сейчас через всю Ялту будем туда спускаться. По таким вот улочкам сейчас едем. Так, главное путь не потерять. Вот здесь погулять завтра надо. Мне кажется, здесь так здорово походить просто. Ну, вот я в Грузов очень хочу с вами съездить. Грузов тоже такой вот. 200 метров. Блин, а там как будто бы тупик. Пусть там машина стоит или что? Нет, что там есть. А, там дорога туда. Вот так необычно ехать вообще, особенно с непривычкой. К дороге. А как тут дорога у нас идет? А, нет, туда поверху надо было ехать. Блин. Это подос. Ё-моё. Так неудобно так задом ехать, блин. Так, развернись. Есть камера, есть камера. Я думаю, это нереально. Проезжает. Стоп! Гарик, подожди, там что-то. Лучше прямо. Давай, все, так, давай. Слушай, да. Тяжело здесь разворачиваться. Пошли пешком до нашего отеля. Что, поехали? Ваш комментарий, Игорь. Ну, на скудике мне было бы, наверное, не так стрёмно, потому что я его не боюсь где-нибудь зацепить и поцарапать. А здесь, конечно, каждую царапинку бережешь так вот. Ну, и, слушай, Искудик, он более краткобазный. Да, еще как, ладно. Тут у них свой паркинг должен быть для нас, но вот мы... Вот такая гостиница прикольная. на Зеркале. Тут камушку не. Где камушек? Да, вот красиво. Чтобы он не съехал туда, да? Ну, как мне эти колодки скрипят. Видишь, как Неприятно. резаться. Все, ладно. Бегом, бегом. Там спа у нас до 8 часов работает, уже время 7. Надо успевать. Зазеркали. Тут, ну так очень. Единственное, что в спа сегодня нас уже не пустят. На завтра мы записались. Тынс. Так, ух ты, смотри, как круто. Так, карточку вставлять, да? Оп, оп, оп. Ничего себе цивильно. Мой диванчик, да, отлично вообще. И телевизор у меня есть. Круто. Так, у вас на самом деле какая спальня. О, у вас спальня с видом отличным. На море, прикиньте. Ничего себе вы это. Не, давайте я здесь, а вы на диванчике. Он все равно двухместный. О, идите сюда. Смотри, какой у нас балкон крутой. А, у меня тоже есть свой выход на балкон. Да, вот свой выход, Гарик. А. Свой чайник даже есть. Зона кухни у нас такая. Не, вот тут смотри, прикольно, вот так вот раз, да. Вообще кайф. Тут оп. Слушайте, ну здорово.
Это, конечно, не соответствует немного моей концепции путешествия, что я хотел в походных условиях, там, но так как ребята хотят в отеле отдохнуть, я с ними тоже отдохну, и, в принципе, так время провести тоже здорово, я считаю. Ну, я так не был, ну, я, по-моему, ни разу в таких местах не был, если честно. Вот я первый раз вообще в таком, ну, такого уровня отелей. Я ездил там в Египет, в Турцию там по путевкам, но вот мне очень нравится. Ванна. О, тут ванна даже, смотри, как цивильно. Не душевая кабина, а прям. Да, запах такой, блин, вообще. Ну что, я доволен. Будем отдыхать.